всех выходцев из Абхазии, не только Абхазии, этнические армяне у нас есть, этнические русские, те, кто с Абхазии, греки. Мы их всех с позиций в один момент вывезли днем, собрались у себя на базе, обсудили этот вопрос. Я сказал, что мне интересно мнение каждого, чтобы я мог его озвучить как мнение выходцев из Абхазии, которые служат у нас в подразделении. Единогласное мнение было, что никому ничего дарить нельзя. Потому что службы много, всем мы угодить не сможем. На 10 миллионов населения Российской Федерации 250 тысяч чиновников. Сколько мы сможем угодить, если население 150 миллионов? Нам не останется ни земли, ничего. Мы не сможем угодить. Другой вопрос, когда мы сегодня рассказываем, что в глобальном мире, где идут потрясения, что этого всего частью является тоже Абхазия, что мы всем интересны, что без нас там миру не быть. Зададимся простым вопросом. Мы интересны ли наша земля? И интересны ли мы будем кому-то без нашей земли? Сможем ли мы где-то принимать участие, не имея почвы под ногой, не имея своих исконных земель, которые мы раздаем? Конечно, сегодня все будут бить и рассказывать, что мы свою землю не дарим, а земля остается нашей. Мы только отдаем здания, вот потом здания не выкопают, заберут куда хотят. Простой вопрос, когда Верховный главнокомандующий Республики Абхазия на территории Абхазии, в ту же Пицунду приезжает, где находится его личная охрана, который его по малой нужде везде сопровождает и так далее. Там, где она находится, за забором. Если на своей земле он не может заходить туда, куда хочет со своей охраной, то о чем мы говорим, если будет, что мы им официально это отдадим, это столько зданий принадлежит. Может, будем откровенными с друг другом. Я больше всего меня начал распирать, когда мы вот начали объезжать могилы наших бойцов, и в селе от сельской женщины, которая далека от политики и преклонного возраста, услышавшие эту фразу, что Владимиру Владимировичу землю надо будет 1/6 часть суши. 1/6 часть суши человек имеет. Мы должны ему еще подарить в Абхазии 200 гектаров земли. А он о ней даже не знает. Мы вот такие щедрые, что дали и рассказываем народу, что на переговорах именно это обсуждается. Но зачем вот это нести в народ? Зачем народ этому верит? Я не поверю, что настолько мы стали малограмотными, чтобы не понимать, что это блеф. Или мы хотим прикрыть ту правду и тот политический лагерь, в котором мы состоим, вот такой ахинеей.